эхо Москвы в Уфе представляет программу «Парк искусств». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущая Зарина Гайсина. Сегодня без Валерьяна. Друзья, каждый человек транслирует идеи свои другим, например, через поступки. Одни поступки влияют на мир сильнее, другие слабее. Но важно, что благодаря этому изменяется окружающая действительность. Так происходит трансформация реальности. Хотелось бы в это верить. В эти выходные в Уфе прошла очень знаковая конференция TEDx Foresters Park. Спикерами стали 12 профессионалов из Москвы и Уфы, всевозможные сферы: IT, урбанистика, психология, медицина и так далее. Каждый выступал с небольшими лекциями в формате edutainment — это обучение плюс развлечение под общей темой, трансформируя реальность. И напомню, что цель TEDx — это представить свои уникальные идеи, достойные распространения. И сегодня, конечно, еще вдохновить зрителя, замотивировать. И сегодня я хочу вам представить одного из спикеров, который делился в воскресенье своими идеями. Это Дина Султанова, дизайнер марок Simply и я не уточнила заранее, DNA, да? DNA, которая выступила с темой «Экологичная мода». Итак, у нас в гостях дизайнер. Здравствуйте. Здравствуйте, Зарина. Что же такого можно было рассказать, Дина, на TEDx нового, прорывного из мира моды? На самом деле в Европе уже давно существует такое понятие, как sustainable fashion. Оно давно продвигается, и многие о нем знают, а в России только недавно начали о нем говорить, и этот термин переводится как «экологичная мода». Отлично. Но прежде чем мы разовьем с вами эту тему, традиционно в начале программы мы читаем новости культуры, которые достойны того, чтобы тоже распространять их и ходить на всевозможные культурные события. Так, 28 февраля в Синема-парке в галерее «Арт» можно увидеть аниме «Навсекая из долины ветров». Это японско-американский мультфильм 1984 года режиссера Хаяо Миядзаки. Любимейший мой режиссер японский, обожаю аниме. Это красивая история о человеческом предназначении. Действие происходит на Земле после экологической катастрофы. Видите, как я готовилась. Именно работа над этим фильмом прославила Дзюхи Асаи, в то время малоизвестного композитора-минималиста. И смотрите, пожалуйста, расписание сеансов на сайте poufe.ru. Дина, ваша очередь. Сегодня в городском дворце культуры состоится сольный концерт народного артиста России, поэта, имеющего четкую гражданскую позицию не только в творчестве, но и в жизни, Александра Розенбаума, с программой «Просто сольные концерты». Начало в 19:00. А Ассоциация игровых технологий Intellium представляет игру «Мозговой штурм». 27 февраля в «Огнях Уфы» пройдет финал зимней серии. Игра для тех, кто хочет думать. Формируйте команду из 6 человек, или, если у вас нет столько интеллектуалов среди друзей, приходите сами, вливайтесь, присоединяйтесь. Как много можно увидеть в окне соседнего дома. Обладая при этом неумеренным любопытством, богатым воображением и мечтая стать свидетелем неординарных событий, Русский драмтеатр приглашает на спектакль-комедию «Все кувырком» 26 марта в постановке Михаила Рабиновича. Начало в 19:00. Отлично, это были все новости. Дин, вообще волнительное событие, участие, лично, мне кажется, для человека. Давайте, хотелось бы 2 вопроса задать. Это с какой темой вы пошли, да, какую идею вы продвигали, и какие личные эмоции вы испытывали, как волновались ли вы, как вы готовились? Начну со второго вопроса. Это было мое первое публичное выступление в жизни за 27 лет, и для меня это был огромный страх, потому что у меня есть страх публичных выступлений. Я изначально отказалась, но организаторы, они уверили меня в том, что я смогу выступить, и занимались со мной, готовили меня целый месяц к выступлению. Как это в формате репетиции происходит? Это даже не в формате репетиции, а в формате подготовки психологической, и как стоять, как говорить.
больше как доносить информацию, то есть там есть свои определенные правила сторителлинга. Поэтому для меня было очень тяжело, как для человека, который вообще никогда не выступал, выйти перед людьми, которых было 200 человек. НУР, да? 200 человек? Да, это было в театре НУР, но, слава богу, как бы все нормально прошло. Было, конечно, волнение изначально, но я смогла преодолеть. А как справились? Ну, не знаю даже, как справилась, просто вышла, и как-то волнение было в начале, а потом оно потихоньку спало. То есть, как бы, если люди, которые боятся, я думаю, просто нужно тренироваться, репетировать, и все получится. Ну, а как вы готовились? Вы посещали курс ораторского мастерства? Да, я посещала прекрасную студию «Театр X». Они меня готовили, там готовила меня режиссер Гузель Марсовна и актриса Айгуль Шакирова. То есть они давали техники, как вести себя на сцене, то есть они больше про эмоции мне говорили, то есть не про какие-то техники ораторского искусства, а именно как быть живым на сцене, как доносить информацию до зрителя. То есть мне понравился их формат такой нестандартный, не... Ну, поделитесь каким-то секретиком с нашими слушателями. На самом деле, если... Когда ты к чему-то готовишься, ты думаешь, что ты должен говорить правильно, ты должен красиво стоять, ребята из театра X донесли до меня, что самые лучшие выступления — это настоящих людей. Вот какой ты есть, ты должен показать себя, потому что как бы это true, и люди будут в это верить. А если будет стоять человек и как красивая картинка в телевизоре говорить, это не доносится до людей. То есть нужно свои, как сказать, изъяны, наоборот, вытаскивать наружу. Поэтому... Ну, честно, не вижу у вас никаких изъянов. Я знаю, что вы уже в свои 27 лет очень прославленный дизайнер, то есть у вас большой опыт работы с какими-то международными площадками и с международными брендами. Скажите мне, понятно, что вы достигли уже чего-то как дизайнер в своей области, дизайнер одежды. А что такого именно... TEDx — это же всегда про большой пласт людей, это же не только про моду. Не совсем про моду, это про какую-то идею. В чем состояла идея вашего выступления? Ну, вообще, TED — это Technology, Education, Design. Они именно искали человека на дизайн и пригласили меня. То есть они искали какую-то инновационную идею в дизайне чего-либо, то есть и решили говорить про моду. И мне про моду было интересно рассказать именно про экологичность, про экологичную моду, потому что это болезненная тема в данный момент. И просто создавать вещи, которые будут опять-таки загрязнять нашу окружающую среду, мне лично уже не интересно, и как бы это уже прошлый век. То есть сейчас все дизайнеры, они идут в экологичность, и это новое веяние, то есть без этого мы не сможем жить. И я постаралась об этом рассказать. И я говорила не про моду, а про то, как мы с вами, люди, можем потреблять вещи, использовать, не причиняя вред окружающей среде. Речь идет о том, чтобы не носить синтетические ткани? Нет, вообще как бы речь идет о том, что потребление одежды в мире выросло в несколько раз, на 60% за последние 15 лет, и вот это перепроизводство и перепотребление привело к тому, что у нас огромное количество неразлагающегося текстильного мусора, у нас загрязнение воды, потому что фэшн-индустрия занимает второе место по загрязнению воды после нефтяной индустрии. Ну, вы туда же вот плантации хлопчатника, да, вы об этом говорите, которые загрязняют хлопок, который воду. загрязняет воду тоже. И есть новые методы, можно перерабатывать материалы, и это уже делают, и создают одежду из переработанных материалов. Но больше всего я говорю не про вот эти технологии, а про то, как мы с вами в обычной жизни можем этого избежать. Я говорила, что не нужно покупать
ненужную вам Так, вещь. сейчас будут лайфхаки, да? Давайте да. пройдемся. Итак, советы. Как потреблять меньше, если вся реклама, вся индустрия маркетинга говорит: потребляй, новые коллекции, спеши, Да. выкидывай старое, покупай. Как можно бороться с этими монстрами? Да, я как раз об этом говорила, что нам навязывают вот эти надуманные тренды, и мы все на это ведемся. Нам говорят, что в этом месяце там модный такой цвет, в следующем другой. Потом мы это покупаем, нам говорят: выкидывайте, это уже не модно. И вот мы все подсадились вот на эту уловку. Поэтому самое главное — это игнорировать тренды. То есть нужно выбрать свой собственный стиль, в котором вся одежда будет сочетаться между собой. Это не должно быть много одежды. И если вам тяжело выбрать, допустим, такой собственный стиль, можно выбрать либо минимализм или классику. То есть это всегда будет на пике моды, никогда не Вы будет сейчас вот говорите этих о неком скачков. базовом гардеробе, да? Да, это базовый гардероб. И самое главное — это покупать меньше. Вот есть такое понятие медленная моды. Оно создалось как раз-таки против вот этой быстрой моды, быстрого потребления. Покупайте медленно, игнорируйте тренды, создавайте свой стиль. Просто будьте спокойными, выбирайте спокойные вещи. То есть вы на самом деле можете выглядеть прекрасно в спокойной одежде, да, не кричащей. О чем идет речь? Это какие-то там пастельные тона? Что вот? Ну, это не только могут быть пастельные тона. То есть Или это белое-черное? Нет, на самом деле вы можете играть с цветами, которые вам идут, просто вам не нужно покупать вот эти надуманные трендовые вещи. Не будьте в тренде, наоборот, будьте собой. И вот в базовом гардеробе мужчины сколько вещей вот должно быть? Ну, на ваш взгляд. Вот так, чтобы это был достаточный минимум. 2 пары брюк, 4 рубашки, например, 2 пиджака, и хватит, да? Ну, может быть, на самом деле как бы не нужно привязываться к числам, просто... Ну, просто надо понять, что такое неуемное потребление. Это вот сколько? Неуемное потребление — это когда ты идешь в определенный бренд и покупаешь каждые 2 недели новую вещь. Многие так делают, в основном женщины. Мужчины в этом плане более спокойные. То есть это женщины, мне кажется, создают такую, можно сказать, экологическую катастрофу. Не нужно привязываться к цифрам на самом деле. Просто вы не должны перепотреблять. То есть вы не должны гнаться за трендами. Просто создайте, поймите для себя, какие у вас должны быть вещи необходимые, и не покупайте больше. И я еще говорю о таком методе, как апсайклинг. Это использование старых вещей. То есть это, будь это там поход в секонд-хенд, или вы можете... Страшно ходить в секонд-хенд. Да, то есть у нас в России, к сожалению, это считается немножко стыдным. Да нет, просто страшно, там, не знаю, с бактериологической точки зрения. Нет, на самом деле это все очищается, это вот как бы мифы такие у людей в голове существуют, это же не вещи, которые там вы где-то находите и использованы, да, то есть это все очищается, но если у вас есть какой-то там внутреннее сопротивление, можно использовать свои старые вещи, перешивать, да, потому что мы их выкидываем, не нужно выкидывать одежду, нужно отдавать ее в переработку или отдавать кому-то, да, но некоторые... Вот действительно, как вопрос утилизации в Уфе стоит? Вот, например, нас слушает слушательница, которая понимает, что ее гардероб ломится от платьев, которые, ну, действительно покупают и даже иногда не надевают, да. Я знаю, что в Уфе есть такие там дресс-кроссинги, когда девочки обмениваются, дарят друг другу ненужные платья. А вообще, как глобально этот вопрос решит? Вот девочка решила избавиться от ненужных вещей. Куда ей идти? Я так понимаю, на мусорку идти — это самое последнее дело, да? Да, это самое худшее, что можно сделать. На самом деле, вот компания Greenpeace создала такую прекрасную карту recyclemap.ru, туда можно зайти и выбрать свой город, Уфа там тоже есть, и там конкретно по категориям, там есть одежда, там на карте есть точки, куда можно сдать эту одежду, то есть на самом деле их много в Уфе, также и с пластиком. Я, помню, в «Планете» видела пункт приема вещей. Да, даже в каких-то магазинах, в торговых центрах есть специальные контейнеры, куда можно скинуть вещи на переработку ненужные. А что с ними потом происходит?
с этими Их, вещами? насколько я знаю, их отправляют в специальные компании, там их перерабатывают и делают из них новый материал, то есть который готов к использованию заново. Вторичная То есть, переработка. да, вторичное сырье, потому что, допустим, на переработку того же самого хлопка требуется на 97% энергии меньше, чем на создание нового. Ну, вообще, на самом деле, Дина, работа у вас сложная, потому что, насколько я понимаю, вы сейчас больше говорите об ответственности каждого человека, Да, осознанности, чтобы вдруг я такая утром проснулась и начала задумываться о том, нужны ли мне все эти вещи, не сократить мне потребление, потому что мне кажется, что пусть другие думают, а я, пожалуй, останусь при своих модных вещах. Как вы создаете ли вы какие-то, как вы влияете на общественное мнение, какая работа происходит? Но это очень сложно конкурировать с индустрией моды и с магазинами, с потреблением. Да, к сожалению, сейчас все пытаются быть в тренде, и магазины нам навязывают тренды. И моя идея состоит в том, чтобы доказать человеку, что экологичная мода — это несложно, это не про поиск каких-то там сложных коллекций, дизайнеров, да, которые делают экологичную моду. Просто начните с себя, прежде всего, покупайте меньше, используйте дайте жизнь свои старые вещи, и уже будет какой-то плюс. То есть уже вы повлияете на окружающую среду. То есть, а все вместе мы... Вы сами, как дизайнер одежды, я так понимаю, вы участвуете в создании коллекций. Да, да. Как это отразилось на ваших каких-то последних коллекциях? Вы какие-то выпускаете специальные коллекции? Да. Расскажите об этом, о своем бизнесе. Бизнес ли это вообще? Я пытаюсь создавать такую одежду, которую можно надеть и через 5, и через 10 лет. И у меня у самой в гардеробе есть такие вещи, таких дизайнеров. Их посыл состоит в том, чтобы мы купили вещь и одевали ее долго. То есть она долговечна, она качественна. Ноская. Да, и она не броская. То есть ты никогда не скажешь по человеку, что «Ой, ты в одел...» катышках весь. Да, нет, даже ты одел какую-то нетрендовую вещь. Да, она спокойная. И именно я создаю такую одежду. То есть это база и, возможно, даже какая-то интересная база, но она всегда будет она всегда будет модной, то есть не будет такого, что она будет выглядеть старомодно, да. И на самом деле много таких дизайнеров, это стиль минимализм, это приверженцы медленной моды, поэтому... Ну а как начать в этом ориентироваться? Вот хорошо, я готова, да? Вот завтра перебираю свою коллекцию одежды, ассортимент свой, выкидываю, в первую очередь я выкидываю все, что содержит, видимо, вискозу, синтетику. Нет, на самом деле это не обязательно, не выкидывайте. То есть главное, из материалов самый такой... Да, не выкидываю, отвожу, да. Да, самый такой опасный материал — это полиэстер, потому что... весь Китай, да? Вот. Да, потому что там вот недавно было медицинское исследование, и вот, в том числе из одежды из полиэстера к нам в легкие попадают 130 частичек пластика в день, если мы каждый день будем носить такую одежду. Поэтому просто минимизируйте такую одежду из полиэстера. Конечно, он Слушай, важен. Мне кажется, это очень сложно. По-моему, сейчас полиэстер добавляют практически во всю одежду. Я говорю про 100% полиэстер, у которого, там, допустим, какая-то флисовая кофта или там даже тоже та же самая модная искусственная шуба, да, у нее вот эти волокна отделяются, и мы их вдыхаем. Я говорю про такие вещи. Итак, смотри, приходим в магазин, смотрим на этикетки. Не должно быть с надписи слова полиэстер. Или должно быть его какое-то минимальное количество да. Еще. Вы выбираете вещь, которую вы точно будете знать. Вот представьте себя в ней через 5 лет хотя бы. Тогда покупайте. Допустим, это обычная белая рубашка, да, то есть вы белую рубашку, вы точно знаете, что вы ее будете носить, и она должна быть хорошего качества. Или классические синие джинсы, да, например. Да, синие джинсы, они всегда будут, да, в моде, да, даже какого-либо кроя, без разницы, то есть главное, чтобы они были качественные. Или даже на примере там белой или черной футболки, да, то есть вы знаете, что вы ее наденете, или это должен быть какой-то
пиджак, но это черный пиджак, но он может быть интересного кроя, но вы точно будете знать, с чем вы ее оденете, вы сможете ее надеть в разных вариантах, вы сможете одеть ее и на вечер, да, поверх какого-то платья, да, вечернего, и в офис, и куда-то там на конференцию поехать. Дина, как же тогда решается вопрос одежды для праздников, для Есть банкетов, для концертов, когда это... Можно на самом деле в обычном черном элегантном платье выглядеть потрясающе, потому что вот эти женщины, которые надевают на себя пайетки, они на самом деле выглядят намного хуже, чем прекрасная, красивая женщина с ухоженным лицом, с красивыми ухоженными волосами. То есть она будет выглядеть намного лучше, чем женщина, перенакрашенная в пайетках, в рюшах. И, то есть... Как вы продвигаете это вот в повседневности? Ну, то есть TEDx не каждый день. Да. Как вы свои истории продвигаете? Ну, у вас есть какие-то там сайты, соцсети? Как можно узнать об этом больше? Как можно получить консультацию? Где вы еще об этом рассказываете? На самом деле я первый раз об этом рассказала. Я это в себе копила, держала. То есть об этом знает все мое близкое окружение, о моей философии. И я просто старалась как дизайнер, как профессионал создавать такую одежду для людей. А на самом деле, если очень много блогеров и медийных людей рассказывают про это, вы можете посмотреть кучу роликов даже на том же Ютубе, и сейчас существует куча сайтов, где конкретно есть пошаговая инструкция, как себя вести с одеждой в повседневной жизни, потому что это все взаимосвязано, это и с мусором связано, да, то есть я и на конференции говорила, откажитесь от полиэтиленовых пакетов, и подарила 100 эко-сумок для зрителей, потому что это все взаимосвязано, это стиль жизни, ты не можешь быть экологичным только в моде, нужно быть экологичным во всем. Ну, у нас сложно быть экологичным при условии, весь быт наш состоит из пластика, вся оргтехника, вся оргтехника, она сдается тоже в специальные пункты, то есть это просто у нас, к сожалению, в России просто мало об этом рассказывают. Это же должно быть на каком-то государственном уровне, начиная с переработки мусора. То есть если там в Европе детей уже с детского сада этому обучают и делают какие-то специальные игры детские, там они бегают и пластик бегут и выкидывают в контейнер с пластиком, да, то есть у них и там... Ну, или в стекло, да. Прям, то есть это как бы как игра у них, да, а у нас же такого нет, то есть, по-моему, только недавно какой-то закон вышел с 1 января о переработке мусора. Дин, у нас буквально минутка эфира, я хотела, чтобы вы именно добавили вот той мотивации очень короткой. Почему мы должны перестать потреблять столько вещей? Покупайте, самое главное, меньше, и вы будете приносить меньше вреда окружающей среде. То есть будет меньше мусора. Это вот самый главный мой посыл. Спасибо большое, Дина. Вот я лично прислушаюсь. Это была программа «Парк искусств». Счастливо. Спасибо большое. Никакого секрета. Мы говорим все.